QR-кодом. QR-код о вакцинации. Связано это с тем, что ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции ухудшается как в Чувашской республике, так и на территории всей Российской Федерации. Смертность тоже достаточно высокая от коронавируса и в Чувашии, и в России. Смертность растет, к сожалению. Винить здесь медиков не нужно. Я полагаю, нужно винить наше неверие в вакцинацию. По показателям вакцинации пока похвастаться нечем. Из 254 тысяч запланированных привито от коронавируса всего 56% людей в республике. Для создания иммунной прослойки необходимо привить 60% населения. Сейчас 4-я волна, и она очень тяжелая. У нас в ковидных госпиталях уже больше, чем нужно, открылись эти койки. Более 3000, к сожалению, они тоже все уже заняты. В связи с тем, что заболевание протекает тяжело, и практически уже на вчерашний вечер некуда было госпитализировать наших пациентов. По словесному опросу почти в половине организаций общепита города 60% сотрудников действительно привиты от новой инфекции. Сколько процентов ваших сотрудников привиты от ковида? На сегодня все. Сколько у вас человек? Так, по всему предприятию это достаточно, около 30, потому что есть еще филиалы. Все привиты. Ни один работодатель не может заставить насильно привиться. Те люди, которые отказываются прививаться, они увольняются. И на сегодняшний день, наверное, если вы пройдетесь по нашим учреждениям, увидите дефицит рабочих сил, минимум 50% не хватает кадров. А в некоторых местах и 70, и 80. Но пугает предпринимателей не только то, как уговорить сотрудников прививаться, а то, что сейчас заполняемость общепита и так неполная из-за прежних ограничений. А если ввести QR-коды, столики вообще опустеют. Люди сидят дома, они тоже напуганы, никто не хочет никуда выходить. То есть, сложности будут. Посетители, наверное, еще не готовы. Конечно, все переживаем. 60% вакцинированных. Тогда почему вы переживаете? 60 же это нормально. Так нас же хотят с QR-кодами только. Как мы будем их обслуживать, я не знаю. У нас больше половины не будет покупателей. Людей нету, покупателей нету. Но, по словам медиков, как ни крути, спасение только в вакцинации. И здесь уже речь не о доходах и расходах. На кону человеческие жизни. Вакцинированный человек защищает нас от дальнейшего распространения вируса ковид, потому что вакцинированный человек не передает этот вирус. А невакцинированный человек может переносить этот вирус скрыто, латентно и передавать многим своим, в коллективе. По Чувашской республике, к сожалению, у нас цифры по смертности растут. И единственным методом защитить себя и уменьшить заболеваемость и смертность только путем вакцинации можем. Вакцинироваться от коронавируса можно в любой ближайшей поликлинике, захватив с собой паспорт. Татьяна Трофимова, Игорь Зверев, Республика.